Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня мы с вами будем рассматривать тему «Это поведенческие компетенции личности по развитию гражданской идентичности Кыргыз-Жараны». Лектор Окинаева Майрам Кульджукеновна, кандидат социологических наук, старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента Академии государственного управления при президенте Кыргызской республики. Сегодня мы с вами будем рассматривать следующие вопросы. Это межличностные коммуникации. Второй вопрос – это поведение в условиях конфликта. И третий вопрос – это действия в стрессовых ситуациях. Прежде чем мы с вами будем рассматривать вопрос межличностной коммуникации, давайте мы с вами рассмотрим тот момент, что концепция Кыргыз-Жараны реализует государственную политику в сфере межэтнических отношений для укрепления единства народа. Эта концепция состоит из 5 приоритетных направлений, каждая из которых направлена на сплочение наций, проживающих на территории Кыргызстана. Все эти направления основаны на поведенческих концепциях личности, где важная роль отведена межличностным коммуникациям. Что же из себя представляет межличностная коммуникация? Межличностная коммуникация – это взаимный обмен субъективным опытом людей, находящихся в пространственной близости, имеющих возможность видеть, слышать, касаться друг друга, легко осуществлять обратную связь. Исходя из этого определения вытекают особенности межличностной коммуникации, которая проявляет себя в неизбежности коммуникации, необратимости коммуникации, непосредственной обратной связи, многоканальности, что позволяет сообщать дополнительную информацию о партнере. Межличностные отношения, которые складываются в результате деловых и творческих контактов, неофициальных в результате эмпатии. В результате взаимодействия граждан необходимо учитывать эти особенности, так как при отсутствии одного из них приводит к межличностным и межнациональным конфликтам. Для эффективной коммуникации наиболее оптимальны условия, обеспечивающие эффективность межличностной коммуникации. И вариантами этих условий являются: во-первых, это совместимость партнеров как коммуникативных личностей, даже при различии коммуникативных установок, способствует установлению контакта. Сигналом для контакта могут быть как вербальные, так и невербальные средства. Второе – это восприятие. Это сложный процесс приема, переработки смысловой и оценочной информации. Важна адекватность смыслового восприятия, так как с ним связана правильность интерпретации информации, коммуникативные установки партнера и прогнозирование последующих этапов межличностной коммуникации, что позволяет сократить конфликтные ситуации. Рассмотрим каждый из этих вариантов, обеспечивающий эффективность межличностной коммуникации, более подробно. Основными каналами межличностной коммуникации являются вербальные и невербальные каналы. Вербальный в переводе от латинского означает словесный, то есть это связи путем словесного речевого общения, которое под собой подразумевает речь, язык и слово. При вербальной коммуникации серьезным препятствием для передачи информации являются помехи и искажения. Чтобы придать языку помехоустойчивость, которая возникает в особенности при декодировании, необходимо должным образом ориентироваться в специфике тех барьеров, ограничивание которых приводит к непониманию информации и которые возникают в физическом окружении либо в сфере эмоций человека. При этом выделяют 3 типа барьеров. Это личностные барьеры, физические барьеры и семантические. Что они из себя представляют? Личностные барьеры связаны с коммуникативными искажениями, порождаемыми человеческими эмоциями, неумением слушать собеседника, различиями в образовании, социально-экономическим статусом, потребностями, интересами, накопленным опытом, а также в психологической несовместимости людей, участвующих в коммуникации. Физические барьеры представляют собой коммуникативные помехи, возникающие в материальной среде взаимодействия. Среди них выделяют всяческие шумы, окружающая обстановка, взгляды, улыбки, интонации, модуляции голоса и другие, которые способны препятствовать или наоборот содействовать пониманию и усвоению передаваемой информации. Исследования показали, что 55% информации воспринимается через жесты, позы и выражения лица, 38% через интонации и модуляции голоса и только 7% через слова. Практически невербальная информация берет верх над вербальной, в какой-то мере даже подавляет ее. В процессе коммуникации важнее не то, что говорится, а как говорится.
Семантические барьеры возникают там, где коммуниканты каждый по-своему понимают значение одних и тех же символов, то есть приписывают им разные значения. Символы, как известно, многозначны, и при выборе одного из них может возникнуть недопонимание. Используемые в коммуникациях ограничения сужают возможность интерпретации и понимания сообщений и приводят к субъективности в толковании и оценке информации. Особенно сложные проблемы возникают при построении коммуникаций между представителями разных культур и наций. Поэтому основной миссией концепции Кыргыз-Жараны является поддержание гражданской идентичности в Кыргызстане. В этом случае коммуницирующие стороны должны знать не только буквенное значение слов используемого языка, но и интерпретировать их в должном контексте, учитывая интонацию голоса, громкость, сопровождающие жесты и другие. Семантика с необходимостью приводит к ограниченной базе используемых в общении символов. Практически всякая коммуникация осуществляется посредством символических обозначений, декодирование и субъективная интерпретация которых могут привести к эмоциональным и другим барьерам, блокирующим межличностное общение. Кроме вышеперечисленных барьеров в межличностной коммуникации есть другие, которые имеют немаловажное значение. Это неточность высказывания, неуместное использование профессиональных терминов, несовершенство перекодирования мыслей в слова, чрезмерное использование иностранных слов, неверное истолкование намерений собеседника, неполное информирование партнера, быстрый темп изложения информации, неполная концентрация внимания, неадекватные интонации, мимика и жесты, не совпадающие со словами, наличие различных смысловых интерпретаций и скачков мысли. Психологами доказано, да и мы с вами тоже являемся сами свидетелями того, что разговор на повышенных тонах блокирует понимание, потому что внимание адресанта, на которого направлен поток возмущенных слов, концентрируется не на смысле объяснения, а на отношении говорящего к партнеру. Отвлекают от содержания речи говорящего практически все неречевые проявления голоса, такие как шум, хихиканье, хныканье, шепот, крик, зевота и другие. Речь – это основной присущий только человеку способ коммуникации. Вместе с тем мы передаем информацию друг другу, не только слова, но и множество иных способов, среди которых жесты, мимика, позы, одежда, прически, даже предметы, окружающие нас, то есть обстановка в комнате. То, какие украшения мы носим, какие сорта чая или кофе предпочитаем, как проводим свободное время, все это также представляет собой определенный вид сообщений, который получил название невербальные сообщения. То есть в переводе с английского это означает без использования слов, это бессловесный. То есть невербальные коммуникации, как вы, уважаемые слушатели, видите на нашем слайде, он в себя включает мимику, тон и высоту голоса, жестикуляцию, а также соблюдение личностного пространства и физическое расстояние. Невербальные сообщения могут быть закодированы посредством первое, выразительных движений тела, такие так называемые экспрессивное поведение личности, куда относятся мимика, жесты, позы и другое. Второе – это звуковое оформление речи, это высота, громкость, скорость, ритмичность голоса. Третье – это определенным образом организованная микросреды окружающего человека, то есть того пространства, которое индивид может контролировать или изменять, от обстановки квартиры до расстояния, на котором он предпочитает говорить с собеседником. Четвертое. Использование материальных предметов, имеющих символическое значение. Например, букет ко дню рождения, опущенная шторка на окне как условный знак, что заходить опасно. Поэтому невербальная коммуникация представляет собой обмен невербальными сообщениями между людьми, а также их интерпретацию. Эти сигналы могут давать подсказки, намеки, дополнительную информацию и смысл сверх передаваемого устного сообщения. Они помогут лучше понять человека, мотивы и причины его поведения, а это, в свою очередь, позволит вам выстроить свою тактику поведения. Факторы, которые влияют на язык жестов, это следующие факторы. Это национальная принадлежность, это профессиональная принадлежность, это культурный уровень человека. Принадлежность к группе, половой, возрастной, традиционной, общественной. Это состояние здоровья человека, а также социальный статус.
Следующий вопрос, уважаемые слушатели, который мы с вами должны рассмотреть внутри данной темы, это поведение в условиях конфликта. При реализации государственной политики Кыргыз-Жараны возникают ситуации, приводящие к конфликту. На возникновение конфликтных ситуаций влияют следующие поведенческие аспекты. Это восприятие, это межличностные коммуникации, это многообразные личностные и групповые особенности взаимодействия людей, мотивация, мышление и общественное мнение. Конфликт – это столкновение противоположных целей, взглядов и мнений. Сегодня мы поговорим о поведении в конфликтной ситуации. Какие модели, методики, стратегии поведения в конфликтной ситуации, в каких случаях выбрать ту или иную модель, как себя вести в конфликте. Мы будем опираться на методику Теннет Томаса, так как она действенна и реально применима в наших условиях. Любой конфликт вызывает и сопровождается определенным поведением его участников. Оно представляет собой взаимодействие человека с окружающей средой в виде внешней, двигательной, выразительной и внутренней, психической активности человека. Общую формулу поведения предложил в свое время Курт Левин, где Б – это поведение, П – это личность, а Е – это среда. Смысл уравнения достаточно прост. Поведение является функцией взаимодействия особенностей личности и обстановки. Термин поведения в то же время высвечивает и внутренние взаимосвязи между действиями людей, а также их отношение друг к другу, к различным группам и обществе. Кроме этого, австралийские конфликтологи Корнелиус и Фейер предложили эффективный прием анализа конфликтной ситуации – это составление карты конфликта. Карта конфликта – это графическое изображение элементов конфликтного столкновения с указанием проблемы, требующей решения, констатацией интересов и опасений сторон. В процессе ее составления четче формируются проблемы и позиции участников. Рекомендуется составлять карту конфликта в следующих случаях. Во-первых, это при анализе конфликта. Она помогает обоснованно выбрать стратегию дальнейших действий. При подготовке стратегии решения конфликта. Третье. В процессе переговоров, в которых принимают участие все оппоненты, помогает налаживать конструктивное взаимодействие между ними, располагает к сотрудничеству. Итак, что же из себя представляет карта конфликта? Во-первых, это определение предмета конфликта. Здесь описывается проблема в общих чертах, из-за чего возникает спор, по поводу чего высказались разные мнения. Не надо глубоко вдаваться в проблему или находить выход. Опишите, что является предметом конфликта, то есть, что является яблоком раздора, так как предмет конфликта может быть не один. Второе – это определение оппонентов, вовлеченных в конфликт. Решите, кто является главными сторонами в конфликте. Составьте список действующих лиц. Если группа имеет однородные требования или потребности, ее на карте можно определить как одно лицо. Третье – это определите подлинных интересов оппонентов. Задача третьего этапа – это выяснить мотивацию, стоящую за позициями оппонентов. Необходимо перечислить потребности и опасения каждого из участников. Так формируются возможности для создания большего количества взаимовыгодных решений. Одна и та же потребность может относиться к нескольким или ко всем участникам. Центральное место на карте конфликта занимает обозначение самой проблемы, которая вызвала конфликт. Затем отмечаются стороны, непосредственно участвующие в конфликте, их интересы и опасения относительно возможных потерь. Далее, если нужно, можно будет указать стороны, которые косвенно вовлечены в конфликт. Этот инструмент позволяет ограничить дискуссию определенными формальными рамками, что в значительной степени помогает избежать чрезмерного проявления эмоций, создать возможность совместного обсуждения проблем, конкретизировать собственную точку зрения и понять точку зрения других людей, дает возможность сторонам конфликта увидеть проблему глазами оппонента и услышать его, выбрать новые пути разрешения конфликта. Что нужно знать про поведение в конфликтной ситуации? Конфликтные ситуации неизбежны. Это жизнь, которая всегда складывается из противоречий между чьими-то интересами. Такие противоречия и порождают конфликты. Полностью избежать конфликтов невозможно. Поэтому вместо того, чтобы думать, как избежать конфликта, нужно задуматься над тем, как управлять конфликтом, как подчинить его себе, как вести себя в конфликтной ситуации. Самое важное в конфликтной ситуации – ваше поведение должно быть как можно менее эмоциональным. Старайтесь максимально удерживать свои эмоции, как бы вам не хотелось их проявить. Это придаст вам существенное преимущество в конфликте и увеличит шанс выйти из него победителем.
Рассмотрим основные стили поведения в конфликтной ситуации, которые описаны Томасом. Их всего 5. Для наглядности представим их с 5 видами животных, исходя из того, как они себя ведут при опасности. Первая стратегия – это медведь, что обозначает приспособление. Модель медведь означает замораживание и дальнейшее постепенное угасание конфликта. При выборе этой модели вы просто принимаете наличие конфликтной ситуации такой, какая она есть. Не старайтесь доказать свою правоту, но и не соглашайтесь с оппонентом. Вы приспосабливаетесь к этой ситуации и ждете, пока она постепенно утихнет сама. Стратегию поведения медведь целесообразно применять при наличии следующих признаков конфликта. Ваш соперник в конфликте откровенно сильнее вас, имеет больше рычагов влияния на вас. Восстановление нормальных взаимоотношений с человеком объективно важнее, чем победа в конфликте. Сам предмет спора для вас не важен, а важен для вашего соперника. Этот конфликт может в дальнейшем породить более серьезные конфликты, и лучше, чтобы этого не произошло. Вы понимаете, что объективно вы не правы, но не хотите этого признавать. Победа в конфликтной ситуации требует значительных временных и интеллектуальных усилий, и расходовать такое количество времени и энергии бессмысленно. Вторая стратегия в конфликтной ситуации – это лиса, которая называется компромисс. Стиль поведения в конфликтной ситуации лиса означает некую хитрость. Стороны должны выйти из конфликта на равных, без победителей и проигравших. В этом случае необходимо продемонстрировать собеседнику, что вы абсолютно равны, и убедить его принять решение в равной степени, успокаивающих вас обоих, то есть пойти на компромисс. Стратегия поведения в конфликтной ситуации лиса будет лучшим решением, если обе стороны конфликта равносильны. Ни у кого из оппонентов нет весомого преимущества. Для победы в конфликте требуется затратить немало времени, а его просто нет. Ситуация требует быстрого решения. Стороны конфликта имеют противоположные интересы, между которыми нет вообще ничего общего. Конфликт позволяет принять временное решение, а в дальнейшем вернуться к нему снова. Вы имеете возможность откорректировать постановленную задачу и в чем-то уступить конкуренту. Хотя бы частично удовлетворить свои требования для вас лучше, чем не удовлетворить их вообще. Вам важно сохранить с человеком нормальные взаимоотношения. Третья стратегия, она получила название «Сова» – сотрудничество. Способ поведения в конфликтной ситуации «Сова» означает проявление мудрости и поиск взаимных интересов, которые можно было бы использовать для общего блага. Сова – это возможность превратить оппонентов в партнеров, обменяться опытом, начать взаимодействовать, усилить возможности каждого. Стиль поведения в конфликтной ситуации «Сова» неплохо подойдет при наличии следующих исходных данных. Во-первых, это поиск компромисса, то есть модель лиса невозможен, так как для каждой стороны принципиально сохранение своей позиции в полной мере. Во-вторых, из обмена опыта можно извлечь немалую пользу. Это будет выгодно для обеих сторон конфликта. В-третьих, вам необходимо время, чтобы найти варианты решения проблемы, и оно у вас есть. В-четвертых, вы хотите расширить горизонты своих знаний или деятельности, узнать и сделать что-то новое, совершенствоваться, и для вас это важнее, чем победа в споре. И последнее, вы не против совместно поработать над какими-то вопросами, не пренебрегая своей позицией, вызвавшей конфликт. Четвертая стратегия, она получила название черепаха, то есть игнорирование. Выбор модели поведения в конфликтной ситуации черепаха означает проигнорировать конфликт, уйти в домик, ничего не делать для решения спора или оставаться при этом при своем мнении. Иногда, если вы не знаете, как себя вести в конфликтной ситуации, этот способ может оказаться самым оптимальным. Стратегию поведения черепаха лучше применять, если предмет спора, что называется, не стоит выеденного яйца. То есть никакого объективного интереса выиграть этот спор не существует ни для одной из сторон. Вы слишком завелись, а это верный шаг проиграть конфликт. Поэтому вам необходимо какое-то время, чтобы успокоиться и трезво оценить ситуацию, подготовиться к дальнейшему решению конфликта. Конфликтная ситуация не требует срочного решения, необходимо время, чтобы собрать аргументы и факты. Следующий предмет спора несущественный, но попытка выиграть конфликт может привести к возникновению более серьезных споров.
Следующее. Вы не имеете достаточно ресурсов или влияния, чтобы разрешить конфликтную ситуацию в нужном вам направлении. И последнее. Конфликтная ситуация настолько напряжена, что любые попытки разрешить конфликт сразу очень опасно, могут вызвать серьезные негативные последствия. Ну и последняя стратегия поведения – это поведение акула, которая получила название соперничества. Это стратегия поведения предполагает настоящую битву до последнего на выживание. Выбирая эту модель, вы стремитесь максимально победить соперника на все 100%, отстояв собственные интересы, но при этом должны осознавать, что сами точно так же можете быть побеждены. Выбор типа поведения в конфликтной ситуации акула актуален в следующих случаях. Если необходимо срочно и решительно разрешить конфликт, затягивание недопустимо. Конфликтная ситуация предполагает необходимость решения глобальной проблемы, от которой будет зависеть очень многое. На карту поставлено все. Вам необходимо продемонстрировать свою силу, власть, но не потому, что так хочется, а потому, что так стратегически важно. Вы чувствуете, что гораздо сильнее соперника и сможете его победить. Ну и последнее. У вас просто нет другого выбора. Вы оказались в ситуации, когда уже нечего терять. Вот такие 5 стратегий поведения личности по Кеннету Томасу можно использовать. Первоначально важно сделать правильный выбор методики, поскольку если вы уже начнете применять какой-то один ведение спора, переключиться на другой может быть не просто сложно, а просто недопустимо. Поэтому постарайтесь максимально объективно оценить ситуацию и выбрать метод, который вы будете использовать. И третий вопрос, который мы с вами должны будем рассмотреть, уважаемые слушатели, это действия в стрессовых ситуациях. Что такое стресс? Стресс – это состояние повышенного напряжения, включающее совокупность неспецифических адаптационных реакций, возникающих в качестве ответа на воздействие неблагоприятных факторов. Мы с вами здесь должны рассмотреть очень такой важный термин, который получил название стрессор. Стрессор – это факторы, которые оказывают воздействие на эмоциональную сферу человека. К ним относится все, что может волновать человека. Это грубые слова, незаслуженная обида, это препятствие на пути достижения цели. Выступит ли та или иная стрессовая ситуация в качестве причины стресса, будет зависеть не только от ее содержания, но и от самой личности, от опыта, ожидания, уверенности человека. Особенно большую роль играет оценка угрозы. Она представляет собой ожидание опасных последствий, содержащихся в ситуации. Таким образом, само появление и развитие стресса зависит не только от объективных, но и от субъективных факторов. Это особенности человека, это оценка ситуации, это сопоставление сил и способностей с требованиями. Стрессовые ситуации могут возникать как дома, так и на работе. С позиции управления и психологии максимальный интерес представлен организационными факторами, которые вызывают стресс на рабочем месте. Если знать факторы, уделять им внимание, то это помогает предотвратить многие стрессовые ситуации, увеличить эффективность управленческого труда, так как стресс – это причина многих заболеваний, наносящихся большой вред здоровью человека. Здоровье же является одним из условий достижения успеха в любой деятельности людей. По этой причине важно рассматривать личностные факторы, которые вызывают стресс и разное поведение при наступлении стрессовых ситуаций. Поэтому сейчас мы должны с вами, уважаемые слушатели, рассмотреть копинг-стратегии в стрессовых ситуациях. Поведение человека, которое направлено на преодоление стрессовой ситуации, психологи назвали копинг-стратегией. В концепции копинг-стратегия, основанная на исследованиях Ричарда Лазаруса в 1988 году и Фолькмана, были выделены базисные копинг-стратегии. Во-первых, это стратегия разрешения проблем, стратегия поиска социальной поддержки и стратегия избегания. Стратегия разрешения проблем – это стратегия, которая концентрируется на разрешении проблем, показывает человеческую способность определять проблему, находя для нее альтернативные решения и эффективно справляясь со стрессовыми ситуациями. Она помогает сохранить как психическое, так и физическое здоровье. Стратегия социальной поддержки – человек для эффективного разрешения проблемы обращается за помощью и поддержкой к семье, к друзьям, а также к значимым другим людям.
Стратегия избегания предполагает уменьшение эмоционального напряжения. Она включает эмоциональный компонент стресса, доходящий до изменения самой ситуации. Активное применение человеком этой стратегии рассматривается в качестве преобладания в поведении мотивации избегания неудачи. Человек стремится избегать контакта с окружающей его действительностью, которая приводит его к стрессу. В поведении человека сознательное использование копинг-стратегий позволяет существенно минимизировать степень испытываемого стресса. Для того, чтобы целенаправленно снизить стресс на работе, важно осуществить непредвзятую оценку самой работы и своего рабочего места. Человек должен получить сведения о том, какие условия на его работе вызывают отрицательные эмоции, какие из них он может изменить самостоятельно, какие ситуации стресса невозможно изменить и необходимо принять его такими, какие они есть. В завершение специалист решает, стоит ли принимать такие условия или следует уйти. Если человек принимает решение остаться и пытается изменить некоторые условия работы, то он может использовать преимущественно физиологические или психологические методы и приемы. Безусловно, нужно начинать с развития оптимистического взгляда на мир. Это связано с соответствующей зависимостью. Чем больше негативной информации на уме, тем более негативную реакцию станет проявлять его тело. Есть еще один важный навык, который человеку нужно сформировать. Это навык уверенности в себе. Если руководитель загружает подчиненного все новым и новыми обязанностями, то иногда необходимо отказаться и сказать ему «нет». Коммуникация с коллегами, обсуждение с ними профессиональных трудностей также считается эффективным способом снижения стресса. Стрессовые ситуации являются постоянными спутниками нашей жизни. И поэтому никто не защищен от их влияния. Иногда стресс от того или иного события проходит быстро, а то и вовсе идет организму на пользу. Но проблема начинается в том случае, если негатив накапливается и человек не может с ними справиться. Одни жизненные ситуации, провоцирующие стресс, мы можем предусмотреть. Таким примером является логический этап развития жизни человека, вступление в брак, рождение детей или возрастные изменения, которые происходят в организме неизбежно. Другие могут быть непредсказуемыми, полностью не зависят от нас. Это стрессовые ситуации на работе, несчастные случаи, болезни, смерть близких. Или же наоборот, быть обусловлены поступками, принятием определенных решений, например, расторжение брака, переезд, смена деятельности. Тяжелые стрессовые ситуации к некоторым человек не готов заранее, к некоторым не может сопротивляться, вызывают шок, гнев, растерянность, панику, обиды, недопонимание и обвинение. Мы видим, что причиной страданий является не сама ситуация, а личное восприятие человека. Парадокс заключается в том, что даже от воспоминаний о негативном событии из жизни механизм переживаний продолжает работать. Взять, к примеру, обиду на грубость. Вроде ситуация уже давно забыта, оскорбитель извинился, но человек все равно не хочет продолжать общение, а также избегает его. Эксперты считают, что любые обстоятельства, которые возникают у человека, и вызывают у него эмоциональную реакцию, влекут за собой стресс. Даже положительные эмоции и совсем незначительные события обладают такой же силой. Примерами подобных стрессовых ситуаций является вступление в брак, появление ребенка, разбитая кружка, порванный пакет с продуктами. Мы видим, что стресс – это нередкое явление. Он либо часто возникает, либо длится постоянно. Конечно, появление малозначительных стрессов – это неизбежный процесс, который не несет вреда для человека, но только если они совсем несущественные. Часто вызываемые сильные стрессы организм истощается, снижается защитная функция и могут возникнуть психосоматические заболевания. Поэтому нужно напоминать себе о том, что вы не можете влиять на исход ситуации, но в вашей власти лишь ваши действия. Вы можете так сильно переживать из-за оценки по курсовой работе, что побоитесь приступить к работе. Помните, что вы имеете власть над тем, что вы делаете. Вы можете сесть и написать отличную работу. Все остальное от вас уже не зависит. Примите тот факт, что идеал – это нереалистичный стандарт. Ни один человек не может быть идеальным, и представления об идеальном могут быть самыми разными. Старайтесь делать все наилучшим образом и помните, что выводы о себе не должны быть основаны на полученном результате. Например, студент-перфекционист расценит работу с плюсом по контрольной работе как провал,
поскольку он не мог добиться высшего балла. Другой же студент, который старается все время быть лучше, воспримет это иначе. Он знает, что сделал все от него зависящее и может гордиться своими усилиями, несмотря на оценку. Следующее, уважаемые слушатели, будьте осторожны со словом «должен». Утверждения со словом «должен» могут мешать вам адекватно воспринимать вещи, которые не зависят от вас. Например, у вас могла появиться такая мысль: хороший студент должен всегда делать без ошибок. Однако это нереалистичный стандарт, которому никто не может соответствовать. Лучше переформулировать мысль так: я могу стараться изо всех сил и ценить свои усилия, даже если буду делать ошибки. Все люди ошибаются. На этом, уважаемые слушатели, наша лекция подошла к концу. И поэтому в конце хотелось бы вам с вами показать выводы по теме поведенческие концепции личности по развитию гражданской идентичности Кыргыз-Жараны. В этой теме мы с вами дали определение, что такое межличностная коммуникация, как она проявляет в реализации концепции Кыргыз-Жараны. Кроме этого, какие оптимальные условия необходимы для эффективной коммуникации, которая обеспечивает эффективность межличностного общения для создания межнациональной идентичности. Были показаны основные каналы межличностной коммуникации, которые проявляют себя в вербальном и невербальном аспекте. Вербальный контакт проявляет себя через форму общения, которая направлена на установление доверительных и откровенных отношений через речь и слова. Но при вербальной коммуникации серьезным препятствием при реализации концепции Кыргыз-Жараны для передачи информации являются помехи и искажения, которые затрудняют внедрение этой концепции и приводит к конфликтным ситуациям. Чтобы придать языку помехоустойчивость, которая возникает в особенности при декодировании, необходимо должным образом ориентироваться в специфике тех барьеров, ограничивание которых приводит к возникновению определенных проблем в физическом окружении либо в сфере эмоций человека. В вопросе поведения в условиях конфликта было дано определение дефиниции «конфликт». Показана формула поведения, предложенная в свое время Куртом Левиным, где поведение является функцией взаимодействия особенностей личности и обстановки, а именно это может являться причиной конфликтной ситуации. Также были рассмотрены карта конфликта, разработанная австралийскими конфликтологами Корнелиусом и Фиером, так как предложенный ими эффективный прием анализа конфликтной ситуации, карта конфликта четче формулирует проблемы и позиции участников, а это, в свою очередь, помогает выбрать стратегию дальнейших действий. В вопросе действия в стрессовых ситуациях были даны определения понятиям стресс и стрессоры, а также показаны копинг-стратегии в стрессовых ситуациях, где под копинг-стратегиями понимается поведение человека, которое направлено на преодоление стрессовой ситуации. На этом наша лекция подошла к концу, уважаемые слушатели. До свидания, до следующей встречи.